Шарфик передается Светлане Сырневой. Аплодисменты, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что я последняя, после меня никого не будет, да? Шарфик? Будут, да? Нет, никого нет. Не последний. Тогда мне скидка, и я сокращаю время своего выступления. Я просто понимаю, что все устали уже очень. Поскольку сегодня Всемирный день поэзии, и первое стихотворение я прочитаю о поэте. Побег поэта. Человек 35 лет, проживавший похмельно и бедно, потерялся в райцентре поэт, просто сгинул бесследно. А друзья его, сжав кулаки, все шумели, доносы коропали, дескать, парня убили враги, а потом закопали. Перерыты все свалки подряд, перекопан пустырь у вокзала, а жена собирала отряд и в леса посылала пить за здравие, за упокой. Мужики не находят покоя. Эх, талантище был, да какое! Он еще б написал не такое. На поэтов во все времена не веревка, так пуля готова. Зазевался, придушит жена, как Николу Рубцова. Может снятся им вещие сны, может ангел встает у порога. Ты поэт, убегай от жены, убегай ради Бога. Так у нас глубокие небеса и бездонные реки такие, а вокруг все леса и леса вологодские, костромские, и земля не закружится вспять. И где надо лучи просочаться, можно долго бежать и бежать, задыхаясь от счастья посреди необъятной земли, вне известности и без печали сбросить имя, чтоб век не нашли, и пожить еще дали. Он бежал, никого не спросив. Мир о нем никогда не услышит, он исчез, и поэтому жив, и еще не такое напишет.